Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга White. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас не забывать ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Всю неделю в Словении включен красный режим опасности. Абсолютно все спасательные службы приведены в готовность. И даже не приведены в готовность, а просто спасают жизни людей. Реки вышли из берегов и затопили близлежащие населенные пункты. В Любляне, не переставая, идет дождь. Даже когда я записываю это видео, сейчас за окном идет дождь. Грозы, дожди, дожди, грозы всю неделю. Но, слава богу, Любляна и там, где мы находимся в нашем районе, пока еще не наступило наводнение. Но в близлежащих городах, которые находятся буквально в 15-20 километрах от Любляны, реки вышли из берегов. Например, в городе Шкофья-Лока вышла из берегов река и затопила близлежащие дома. Также пострадал город Менгеш, где река просто растеклась до такой степени, и потоки воды лились по центральным улицам. И кадры, где пожарные эвакуировали детей из детского сада, обошли весь мир. Это просто ужасающие кадры. Пожарные буквально по грудь в воде несут бедных детей на руках. Также эвакуированы жители в городе Медводе. Этот город находится всего лишь в 15 километрах от Любляны. В городе Лития эвакуированы жители более чем в 100 домах. Также пострадал ближайший к Любляне город Коменда. И давайте посмотрим, какие новости на сегодняшнее утро, сегодня 5 августа, когда я записываю это видео. Красное предупреждение для большей части страны. Ночная эвакуация прошла в городе Медводе и в кемпинге Чатышки-Топлицы. Тяжелая ночь позади. Красное предупреждение распространяется на всю страну, кроме Приморья. Сава разливается в большем масштабе. В ближайшие часы она достигнет максимального стока. Огромное количество дорог, также Штайерская автоцеста между Жальцем и Шентрупертом, остаются закрытыми. Ночные дожди заставили реки в центральной и восточной частях Словении снова подняться. В Кршко и Брежицах активизировались штабы гражданской защиты. Всю ночь работали пожарные, помогая людям в наиболее уязвимых местах. Из-за высокого уровня в Саве посетителей лагеря в Чатышке-Топлицы ночью эвакуировали. В муниципалитетах Брежицы и Кршко были задействованы пожарные для установки противопаводковых мешков. Эвакуация началась уже в пятницу днем. Утром словенская армия пытается прорваться к отрезку Черно на Корошком, где люди без воды, электричества и мобильной связи. И даже в словенском городе Илирска-Бистрица наблюдали крайне редкое природное явление торнадо. Из-за того, что сейчас продолжается острая фаза наводнения, невозможно посчитать, какой экономический ущерб принесли эти наводнения Словении и сколько человеческих жизней было унесено этим наводнением, так как многие люди не имеют возможности выйти на связь со своими близкими. Так, сейчас грузится. Даже в Любляне проблемы с интернетом. Серьезная авария произошла в Любляне. Поезд столкнулся с автомобилем. Водитель легкового автомобиля погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием поезда на Заложка-Цеста в Любляне. По имеющейся на сегодняшний день информации, водитель автомобиля ехал по улице со стороны Шмартинской Цесты и повернул налево на перекрестке Заложкой-Цестой. По имеющейся на сегодняшний день информации, водитель не остановился на красный свет. Несмотря на то, что шлагбаум опустился, водитель автомобиля проехал мимо них на железнодорожные пути. И в этот момент в него врезался пассажирский поезд, следовавший в направлении Шкофлицы. На место прибыли спасатели. Полиция осмотрела место происшествия.
Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Люди в поезде не пострадали. Дорога Заложка была закрыта для движения на несколько часов. Полиция продолжает собирать информацию об обстоятельствах аварии. Выяснилось, что водителю легкового автомобиля было 90 лет. В Словении очень много всяких ДТП с участием пожилых людей. То они едут по встречке, то они теряют сознание, то они выезжают на железнодорожные пути. Даже в меня несколько лет назад здесь, в Любляне, въехал пожилой водитель, который не успел нажать педаль тормоза. И вот сейчас я занимаюсь как раз заменой водительских прав и вижу, что в Словении достаточно сложно заменить права. Здесь серьезный, нужно пройти медицинский осмотр. И я не понимаю, каким образом удается заменить свои права таким пожилым людям. А возможно, они вообще ездят без прав. А сейчас хочу рассказать вам о героическом поступке водителя общественного транспорта. В четверг на остановке «Почта» в центре Любляны на земле лежал окровавленный мужчина и корчился от боли. Прохожие почему-то равнодушно проходили мимо. Никто не остановился, чтобы помочь. И в этот момент на остановку подошел автобус. И водитель автобуса обратил внимание на этого мужчину, сразу же выскочил, подбежал к нему и увидел, что у лежащего на асфальте человека есть колотая рана на внутренней стороне бедра, и оттуда фонтаном бьет кровь. Водитель автобуса не растерялся, тут же начал проводить спасательные меры, снял с себя рубашку, перевязал этому человеку бедро, чтобы остановить кровь, и в этот момент еще с ним разговаривал, чтобы было понятно, человек в сознании или без. Он спросил, вызвал ли кто-то спасателей, человек отрицательно махнул головой. После того, как он перевязал бедро мужчины и остановил кровь, тут же позвонил в службу 112 и вызвал спасателей. Таким образом, жизнь мужчины была спасена. Но, конечно же, остается неясным, каким образом этот человек получил колотую рану внутренней стороны бедра в центре города Любляны, где полно людей и где полно туристов. Это остается пока невыясненным. Для меня очень удивительно, что ты можешь лежать в центре Любляны, истекать кровью, и никто тебя не спасет, если только мимо не будет проезжать водитель этого автобуса. Еще одна ужасная новость. Инцидент у Марибору. Приступил до полицистов и намерил у Энега одних. Произошел инцидент в Мариборе. Один человек подошел к полицейским и нацелился на одного из них из оружия. В сообщении говорится, что во вторник около 11:30 к сотрудникам полиции подошли двое мужчин. Один из них угрожал офицеру огнестрельным оружием и целился в него. Затем полицейский вытащил также огнестрельное оружие, но не применил его. У подозреваемого изъяли полуавтоматический пистолет калибра 6,35 мм с магазином и патронами. Ему было вынесено постановление о заключении под стражу, которое после обыска дома и других следственных действий было снято во вторник в связи с устранением причин. Очень странно, то есть его в итоге выпустили. То есть человек в центре города угрожал полицейскому огнестрельным оружием, был задержан и потом по непонятным причинам выпущен. Пистолет не знаю, отдали или нет. Пистолет изъят, здесь фотография есть. После сбора всей информации на мужчину будет возбуждено уголовное дело в районной государственной прокуратуре Марибора по подозрению в совершении уголовного преступления по нападению на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Даже указывают, что это статья 300 УК-1. Следователи продолжают сбор информации по подозрению в совершении преступления по незаконному изготовлению оружия или взрывчатых веществ и их обороту. То есть я поняла, что сейчас его пока выпустили, но это только до суда.
Друзья, и давайте в конце спросим прогноз погоды у Алисы. Алиса, какая погода нас ожидает завтра? Завтра в Любляне в течение дня ожидается дождь. Температура от плюс 15 до плюс 21 градуса. Ветер слабый 2-3 метра в секунду. Алиса, какая погода будет в понедельник? Послезавтра в Любляне от плюс 12 до плюс 21. Облачно с прояснениями. Так что остается надеяться, что в понедельник дожди прекратятся. Друзья, на этом выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!